полуостровом работают в штатном режиме. Вы слушали новости. Оставайтесь с Крым Реалией. С понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Доброе утро, Крым! С вами, как всегда, самое крымское в мире радио Крым Реалии. Меня зовут Максим Кошелев. Напоминаю, что радио Крым Реалии выходит по будням в 8:35 и в 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 100,7. Ну и, конечно же, есть наш замечательный сайт Крым Реалии, там тоже много всего интересного. Крымчане, напоминаю, могут звонить нам бесплатно в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Тема дня. Ну и сегодня мы поговорим о последствиях теракта в метро Санкт-Петербурга для мусульман в России и для крымских мусульман, конечно, тоже. Дело в том, что одним из первых подозреваемых в организации теракта стал, ну точнее, как стал, его назначили, по сути дела, мусульманин Андрей, ну или Ильяс, он потом такое имя взял, когда принимал ислам, Никитин. Вот именно борода и мусульманская одежда мужчины первыми привлекли внимание силовиков, и они вот решили, что это он, наверное, потенциальный террорист. Вот. Естественно, СМИ сразу растиражировали эти фотографии, после чего он сам пришел в полицию, сказал, что не виноват, но, тем не менее, у него возникла уже масса проблем, и, в принципе, человеку могут поломать жизнь, по сути дела, вот этими фотографиями. Обо всем об этом и о том, как же это может отразиться и на Крыме, либо уже отражается, мы будем говорить сегодня с председателем правления организации «Правозащитное движение Крыма» Энвером Кадыровым, с членом правозащитного центра «Мемориал» Бахромом Хамроевым, ну и попробуем позвонить еще в Крым. Для начала же послушаем информацию, подготовленную моими коллегами. 100 слов по теме. 14 человек погибли и около 50 ранены в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. СМИ опубликовали фотографии людей, которых подозревают в организации теракта. Позже выяснили, один из них, Максим Арышев, погиб во время взрыва, а дальнобойщик из Киргизии Ильяс Никитин сам пришел в полицию и сообщил, что не имеет отношения к взрывам. Его фото убрали, однако после мужчину не пустили в самолет и уволили с работы. Во вторник Следком России сообщил, что основной подозреваемый Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Киргизии с российским гражданством. Его личность подтвердила экспертиза ДНК, сообщает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Российский список террористов и экстремистов за время аннексии Крыма пополнился именами 22 крымчан. Среди них политзаключенные, журналисты, общественные деятели. Значительную часть крымских татар преследуют за участие в организации Хизбут-Тахрир, которая в России признана террористической. 14 человек арестованы по обвинению в членстве в этом движении. В четверг о массовых задержаниях людей сообщили из Симферополя. Центральный рынок города оцепили сотрудники российского ОМОНа. 80 человек погрузили в автозаки и увезли. Среди них оказались журналисты и активисты. 100 слов по теме. Ну и, собственно говоря, начнем с вчерашних событий в Симферополе. Вот раз уж мы заговорили о том, почему внимание привлек силовиков в Питере Ильяс Никитин, так и писали, что характерная внешность, да, так, ну вот по сути дела, насколько известно, по такому же принципу вчера задерживали людей, несколько десятков человек на центральном рынке Симферополя, и с нами на связи глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев. Заир, доброе утро. Доброе утро. Скажите, так что это был за рейд, что проверяли силовики и за что задерживали людей? Этот рейд, связанный с терактами в Санкт-Петербурге и потом со взрывом в Ростове, так званые антитеррористические мероприятия, оцепили ОМОНом центральный рынок и забирали торговцев, с выраженным, так скажем, крымско-татарской внешностью, мусульманской внешностью. По ходу, просто когда узнали об этом процессе,
Тарас Ибрагимов, он тоже подъехал туда, и вместе с правозащитником Андреем Крысько он тоже был задержан. И это порядка 80 человек, их доставили в центральный РОВД города Симферополя, где с них сняли отпечатки пальцев, взяли слюну на анализ ДНК, сфотографировали, записали там какие-то данные и после чего выпустили. Тех, кто отказался от прохождения вот этой процедуры снятия отпечатков пальцев, повезли еще в Центр противодействия экстремизму. Всех выпустили. Ну, это очередная акция устрашения, и она направлена в первую очередь против крымских татар, против мусульман. Среди задержанных был и гражданин Турции, гражданин Азербайджана, по-моему, Киргизии. Ну, то есть, я не знаю, славян, скажем так, не задерживали? Нет, славян не задерживали. Задерживали, я же говорю, ну, видно, там кто-то с бородой, были две женщины в чадре, да, там, которых тоже, скажем, доставили в отделение. Торговцы мясом, там еще что-то, ну, абсолютно, и торгующих, и покупающих, без всяких на то каких бы то веских оснований. Причем наличие или отсутствие документа тоже не играло абсолютно никакой роли. Ну, то есть, чтобы еще раз подчеркнуть, основным критерием, по сути дела, была просто внешность. Да, характерная внешность. У мужчин, как правило, это борода, у женщин это головной платок. Скажите, Заир, это же уже не первая подобная акция силовиков в Крыму. В декабре на рынке «Привоз» в Симферополе была подобная же акция, но тогда, правда, забирали и тех, у кого были украинские документы с собой. И раньше, уже год или больше назад, на центральном рынке подобное же уже проходило, и тоже тогда у людей отбирали отпечатки пальцев, образцы слюны, там образцы голоса записывали. Это же, я не путаю ничего, да? Нет, абсолютно вы верно говорите. Где-то 30 апреля в прошлом году 35 человек тогда были задержаны. Нет, 30 марта. Да, были задержаны 35 человек в кафе, сидели то есть всех, кто находился в кафе. Кафе «Элял», понятное дело, что в основном это там мусульмане, тоже также забрали в отделении полиции. С мечети в молодежном забирали. То есть, я понял. Ну, то есть мы понимаем, что и во всех случаях в этих, в принципе, забирают по внешним признакам, да, скажем так, а не по каким-то конкретным подозрениям. Ну, где мусульманина можно опять найти? Я же говорю, в мечети, в Элял кафе, да, понятное дело. Соответственно, там и проводят задержание. Никто же в каком-то пивном баре не ищет террористов. Сразу такая тенденция, что раз мусульманин, раз соблюдающий, это значит стопроцентный террорист. Ну, такая вот дискриминация по национальному признаку, и в центр нужно возить не тех, кого задержали, а самих сотрудников. Потому что... Я понял вас, да. Такое отношение как раз и есть экстремизм. Спасибо большое. С нами на связи, напомню, был глава ЦИКа Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев. И вот, если возвращаться к ситуации в соседней России, да, ко всей этой ситуации с Ильясом Никитиным, с дальнобойщиком из Башкирии, которого первым назначили, по сути дела, подозреваемым, и реально, то есть признавались, что Никитин привлек внимание полицейских, это цитата, характерной внешностью. Вот сама по себе эта история реально, вот если подробнее чуть-чуть рассказать, то есть он после того, как увидел, что его назначили террористом, он пришел сам в полицию, объяснил, что он ни в чем не виноват, проверили, действительно не виноват, но по сути дела маховик-то уже вот этот раскрутился. Сначала он не смог вылететь на работу самолетом,
Потому что пассажиры потребовали, чтобы его ссадили с рейса, и, ну, самое печальное, что его ссадили с рейса. Потом его пытались в аэропорту излишне назойливо атаковать журналисты. Он попытался уехать на маршрутке, но тоже у него это не особо получилось. Его задержал полицейский на другой станции. Вот. И в результате, когда он все-таки добрался домой, его уволили с работы, причем по совету местных сотрудников следкома, да, то есть человек, по сути дела, он ни в чем не виноват, но его теперь боятся, его дискриминируют, ну и просто, по сути дела, за то, что он мусульманин и выглядит как мусульманин, да, хотя, ну, как бы ничего не совершал. Вот с нами на связи член правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, если вот, ну, немножко помнить, да, о том, что главной целью терактов обычно ставится как раз-таки запугивание, да, то вот, вот такая реакция общества и такое предвзятое отношение, ну, складывается такое впечатление, что предвзятое отношение силовиков к мусульманам, да, к тем, кто имеет подчеркнуто неславянскую внешность, да, как говорят. Можно ли говорить, что, ну, в чем-то тогда получается, что теракты достигают своей цели, и они вот общество разделяют? Эта тенденция наблюдается, потому что действительно после вот этого теракта даже заметно самому внутри сообщества мусульман. И достаточно огромное количество сейчас проверяет мусульман. Были там замешаны, не были замешаны, были просто мусульмане. И таких категорий, как бородатых или носящих борода, или внешность похож на центральноазиатский регион узбеков, киргизов. Вот. В целом это происходит вот как раз и больше заметно, как разделение общества, она уже и сегодня явно все уже ощущают это после теракта вот в Петербурге, да. То есть вот за эти несколько дней усилилось, да, это такое разделение? Знаете, я сам сталкивался вот в самом центре Москвы, в метро Арбатском, прямо мужчина, его фамилию даже назову, Козин, который, я в самом вагоне находился в метро, прямо подходил, внешность похож на узбека, но у него баулы были большие, вот, это армянин, оказывается. Прямо вот перед населением вот, вытаскивал мужчине этот Козин, и он был полупьяный, говорит, открывай сумку, покажи, может быть, здесь есть взрывчатка, да? Понимаете, вот я, конечно, сам вмешивался в это, я быстро остановил это и вызвал полицию, и это документировали. Потому что когда происходит уже не только полицейское, само общество уже как-то четко уже разделение идет по национальным, по религиозным признакам. Это, конечно, к сожалению, это происходит. Дал для этого толчок вот последние вот такие заявления о том, что все понимают, это подразумевается, все мусульмане это опасные люди. Скажите, ну вот если говорить, ну в России все-таки при всем при этом очень много мусульман живет, да, ну то есть целые регионы есть преимущественно исламские, да, ну исторически, но все же вот такая дискриминация, такое предвзятое отношение, оно больше чувствуется все-таки со стороны тех же силовиков, допустим, правоохранительных органов, либо же со стороны простых людей на вот таком обывательском уровне? Нет, была она только правоохранительного органа, это долго работа шла. Вот и сейчас показывает результаты, вот само общество уже начал разделить.
это заметно, это начало просто. Мгм. А мы не знаем, как это будет поворачиваться потом. Но люди уже, я сам еще в том же, в самом Арбатском метро, после полиции я заходил в метро, дальше хотел продолжать ехать, и прямо вот, и у меня фотографии есть, прямо говорил: ой, вы пожилая даже женщина, уже всю, пожилая она. Русская женщина говорит: ой, еще вы с телефоном ходите. Вот вас надо всех убить надо. Это вам в лицо сказали так? Это прямо в лицо сказали, я фотографировал даже. Вот, понимаете, вот это неправильно передача информации, искаженная или абсолютно... Вот к чему приводит. На самом деле напряжение в обществе, она усиливается. Потому что я в метро вчера лично хотел заходить в метро, сотрудники полиции стоят, я их фотографировал даже, мне говорят: вы пока портфель не откроете, я не пущу вас в метро. Я говорю: извините, я не буду показать портфель, сейчас, говорит, антитеррор, или мы вас... Или выходите на улицу. Ну, или вас вообще не пропустят, я понял. К сожалению, времени у нас не так много. Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был член правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев, и он как раз-таки рассказал о том, что за вот эти несколько дней после теракта дискриминация в отношении людей, выглядящих не славянски в России, очень заметно усилилась, и причем как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны простых людей. И с нами на связи еще председатель правления организации «Правозащитное движение Крыма» Энвер Кадыров. Доброе утро. Доброе утро. У нас не так много времени, к сожалению, но вот если вот говорить применительно к Крыму, то есть в Крыму всегда, уживались все равно люди разных национальностей, религий, взглядов, там, политических, но вот в свете вот этих вот терактов, возможно ли еще ухудшение какого-то отношения к сторонникам ислама, к крымским татарам, просто к людям не славянской внешности в Крыму? Я полагаю, что теракт — это как обычно повод для закручивания гаек. То есть применять более жесткие какие-то меры, репрессивные, вплоть до того, что уважаемый мой коллега Бахром сказал о том, что будут проверять вещи, вообще... Просто на улице, да? Просто на улице, да. А относительно Крыма, эта практика, она сложилась исторически, еще с времен правления царей в уставных положениях записано отношение. Оно было зафиксировано отношение к мусульманам. Например, был такой факт, когда если какой-то мусульманин обращал в ислам какого-то христианина, то если по сыску, как написано в этих положениях, по сыску будет найден этот басурманин, того нещадно сжигать огнем, а того, кого он обратила, отправляли к патриарши в подвалы, и там, соответственно, его возвращали в христианство. Да, каким методом можно было? Это понятно, да. Если все-таки говорить вот о современных реалиях, да, чего следует ожидать, да, к чему, может быть, как бы ни грустно ни звучало, к чему следует быть готовыми, может быть, крымчанам? Я этим хотел сказать, что отношение к мусульманам и вообще неславянской национальности, да, оно в России складывается еще со времен Чеченской войны, да, то есть все эти усиления законодательства, ужесточение законодательства, которые, например, за организацию еще 2 года назад, за организацию
за террористической организацией были 40 тюремного заключения, допустим, до 10 лет, так, то здесь уже более жестокие санкции. Вот. И в отношении Крыма, я думаю, Крым как территория, которая еще в силу объективных тех обстоятельств, которые вокруг Крыма происходят, можно говорить, что она не настолько подконтрольна России, чтобы Россия считала себя полноправным хозяином в Крыму. Поэтому усиливать репрессии и как демонстрацию этой силы, именно репрессивные меры против крымских татар, против крымских мусульман, я думаю, это будет более масштабным, более показательным для того, чтобы... Я вас понял, да, чтобы утвердиться, да. Я понял. К сожалению, время подошло к концу наше. Напомню, что с нами на связи был сейчас председатель правления организации «Правозащитное движение Крыма» Энвер Кадыров. А в целом говорили мы сегодня об усилении дискриминации в отношении мусульман, либо тех просто, кто выглядит не славянски, да, в России и в аннексированном Крыму после терактов страшных в Санкт-Петербурге, где погибло много людей. Вот. Напомню, что радио Крым Реалии сегодня вечером слушайте в 18:30. С вами же был Максим Кошлев. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8:35, в 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 100,7. Оставайтесь с нами. Услышимся. С понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.